Несмотря на то, что самолет с президентом России на борту приземлился только во второй половине дня, Владимиру Путину предстояло многое успеть в Казани. Поэтому насыщенную программу визита по факту стали готовить заранее, по сути за несколько дней до прилета первого лица. С воскресенья и весь понедельник в Иннополисе шли жаркие дискуссии в формате без галстуков. Губернаторы, министры, специалисты в строительной сфере решали сложнейшую задачу – как существенно увеличить темпы ввода жилья и довести их до заветной цели 120 миллионов квадратных метров в год уже к 2023 году, при том, что сейчас ситуация на рынке недвижимости, по оценкам экспертов, мягко говоря, неоднозначная. Переход застройщиков с 1 июля на работу по новым правилам с использованием так называемых escrow счетов может обострить ее до предела. Готовы ли мы к этому? Как сделать так, чтобы мы, в конце концов, вышли на такие механизмы привлечения средств на строительство, чтобы не было обманутых дольщиков, не было брошенных строек. Это очень важное решение, возможно, даже болезненное какое-то решение. Что же все-таки предлагается? Попробуем объяснить максимально просто, можно сказать на пальцах. Долевое строительство – это когда застройщик начинает собирать деньги, что называется, впрок еще на этапе котлована. Схема изначально рискованная, ибо недобросовестный делец может просто собрать деньги с дольщиков и пустить их налево. Или, допустим, не рассчитать силы. Начнет перекидывать средства дольщиков с объекта на объект, с одного счета на другой. В результате коллапс на всех стройках и сотни обманутых дольщиков. Эскроу-счет в банке в этом случае даст определенную защиту. Во-первых, работает схема «один объект, один счет». А во-вторых, деньги застройщик получает от банка только по окончанию строительства. На первый взгляд схема идеальная, но в наших реалиях она также не безупречна. Возникает закономерный вопрос, что делать с объектами, которые уже строятся по долевой схеме. Конкретный пример. Вот этот долгострой в Казани небезызвестной компании «Фон Ривьера». Дочь Марьям Абдуллиной, Гульнара, с мужем и детьми уже несколько лет не может справить новоселье в честно заслуженной и полностью оплаченной квартире. Терпим, ждем. Путин приехал, так мы обрадовались. Может быть, что-то... Да, может быть, поможет. В бедственном положении Сергей Виноградов. Вместе с женой и 3 детьми он взял в ипотеку комнату в общежитии, а должен уже 7 лет, как жить в этом доме в своей двухкомнатной квартире. Вот хотелось бы, чтобы все-таки этот инвестор нашелся у нас в республике. Я думаю, есть хорошие люди, какие-то предприниматели, застройщики. Все-таки выделены земли, мы об этом тоже знаем. Схема, которая не без сложностей, но работает в Татарстане, когда такие проблемные дома достраивает другой застройщик при поддержке властей региона, в новых реалиях уже не актуальна. Если этот escrow-счет будет, уже такого механизма не будет. Поэтому мы должны какие-то предложения. Я поэтому и высказал мнение, что мы бы могли в этих моментах использовать государственную систему федерального казначейства. То есть контроль, вот деньги есть, они только оплачиваются на тот вид работ и то, что в смете предусмотрено. Уже на встрече с общественниками Владимир Путин хотел получить обратную связь по острой жилищной теме. Откликнулись и строители, и пострадавшие дольщики. Я как бывший хоккеист говорю вам, помогите хоккеисту. Я вам всегда шайбу отдам, и вы забьете свой хороший гол. Ну, хоккеист я еще тот. Ну, а, кстати говоря, переход на новую систему финансирования отрасли, он связан как раз именно с тем, чтобы прекратить безобразия, связанные с появлением обманутых дольщиков. Ведь откуда берутся обманутые дольщики? Несостоятельные компании наделяются правами застройщика, собирают деньги с людей, а потом просто не реализуют то, ради чего они создавались и для чего они деньги собирали. Но что получается? Получается, что деньги собрали, обеспечили объем и стоимость определенную, ну, приемлемую для рынка показали. Но за счет чего получается? Получается, что частично за счет таких людей, как вы. Вам вообще ничего не досталось. Зато сохранили общую ценовую политику на рынке. Плюс сами заработали как следует. А часть людей вообще осталась за бортом. И потом все это к чему приводит? Либо людей вообще выбрасывают, лишая их накоплений, вложенных в будущее жилье. Либо государство должно включаться
Все равно государство тратит в конечном итоге. Поэтому лучше уж потратить сейчас и перейти на цивилизованную банковскую систему расчетов и банковскую систему гарантий. Да, это может привести к определенным сдвигам на рынке. Сдвиги на рынке, о которых говорит Владимир Путин, это удорожание жилья как минимум, а еще и банкротство ряда застройщиков, возможное снижение спроса на недвижимость. Поэтому задача амбициозного роста в строительной сфере выглядит, по мнению экспертов, трудновыполнимой. Объективно, да, вот как эксперт, я не вижу предпосылок, почему рынок должен сильно расти сейчас. Да? Я вижу предпосылки к обратному. Единственное, что действительно может простимулировать, это ипотека низкая. Сейчас, к сожалению, в связи с ростом ключевой ставки Центробанком России, ипотека растет. Все компании должны перейти. Представляете, по всей России, да, вот в Казани сколько застройщиков только, по всей России все компании ломанутся в банке. Смогут банки принять такое количество? Как быстро они отреагируют? Да? Успеют ли к 1 июля? Не встанут ли продажи? Да? А если не станут продажи, станет и стройка? По моим примерным подсчетам, я думаю, в среднем процентов 30-40 застройщиков точно уйдут с рынка. Вот. И если на сегодняшний день у нас в Казани где-то порядка 35 строительных компаний, то, на мой взгляд, останется где-то 10-12 сильных застройщиков и еще 5-6, может быть 10 это точечных, но не больше. Многие эти острые вопросы наверняка обсуждались на расширенном заседании Президиума Госсовета в Казани под председательством Владимира Путина. И, понятное дело, не стоит по итогам одного совещания ждать быстрых и простых решений. Скорее всего, сложную задачу нужно будет решать комплексно, считает уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. В частности, государство должно взять на себя часть ответственности по наведению порядка на строительном рынке. Разрешение на строительство занимает не несколько месяцев, а несколько лет. Куча проблем с подводкой инфраструктуры, приемки. У меня был случай, когда стоят готовые уже, полностью готовые к заселению дома в Московской области. Их, причем огромные, 500 квартир. Но при этом их требуют взятку за подключение к инфраструктуре, и полгода их не подключают, и люди не могут въехать. Не бизнес только виноват. Здесь и власть свою лепту вносит очень серьезно в этих дольщиков. За полрабочих дня в Казани Владимир Путин успел все. Осмотреть Центр культуры и спорта «Московский», провести обстоятельный разговор с общественниками и серьезное заседание Госсовета. Встреча президента с легендарной командой «КамАЗ-Мастер» уже становится доброй традицией. А в этот раз она получилась особенно теплой и приятной, ведь в этом году успех на Дакаре был как никогда желанным. Недавно КамАЗ-Мастер справил свое 30-летие, а в этом году 50 лет исполнится и самому КамАЗу. Верен еще одной традиции Владимир Путин остался и когда вместе с Рустамом Миннихановым из Иннополиса по видеосвязи запустил новое производство бензинов в Нижнекамске. Спасибо. Картинку в режиме онлайн. Выглядит она фантастически, привлекательно и очень красиво. Вы знаете, что мы с государственного уровня, с федерального уровня системно поддерживаем компанию «Татнефть». На встрече с Владимиром Путиным Рустам Минниханов доложил, что экономика республики развивается поступательно. Особенно радуют успехи в перерабатывающих отраслях. Так, объем нефтепереработки вырос с 7 миллионов тонн до 17 миллионов по итогам прошлого года, с перспективой выйти на 23 миллиона тонн переработки нефти в год в ближайшем будущем. Такой рост экономики позволяет запускать в Татарстане множество социальных программ. В прошлом году их было 38, а в этом 40. Ну и, конечно, с большим энтузиазмом в республике ждут открытия в этом году чемпионата мира по рабочим профессиям в Казани. 22-27 числа пройдет это событие, 22-го открытия. Без вас открывать не будем, сразу говорю, даже если это. Спасибо. Да. И еще одна, тоже уже добрая традиция. При встрече с Рустамом Миннихановым президент страны поинтересовался, как дела у моего старого друга Минтимера Шаймиева. Как-никак год не виделись. Теплые объятия друзей, крепкое мужское рукопожатие. Минтимер Шарипович все так же бодр и полон сил. Многое делает для возрождения наших святынь, острова Града Свияжска и древнего Болгара.
за что отдельные слова благодарности от главы государства. Проект хороший. И то слово большое, вы нашли тему. Это душа радуется. Вы уже сами чувствуете, сами вот, делая эти дела, сами меняемся к лучшему. Просто это даже некрасивые слова. Другими становимся. Я тоже могу, вот, как говорится, за эти годы, но вы не меняетесь. Это только благодаря этому. На самом деле, за 9 лет, конечно, подсоединили поддержку, голос красиво сделал. И все, выполнили все.